Добрый вечер всем зрителям телеканала «Оригус». Также мы приветствуем подписчиков YouTube-канала театра песни и танца «Байкал». Да, сегодня наш эфир транслируется на двух площадках. Амарманды хундытын ухыт, мунодыр байғылы алтын холы, үхін улыс хорындың надыны нэлты болжыбэны. Впервые международный фестиваль «Золотой голос Байкала» проходит в прямом эфире. Организаторы конкурса, как вы уже поняли, это Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал». Провести масштабный проект доверено нам. В студии Валерий Скосырский, Саюна Бухаева. Фестиваль продлится 4 дня, и 4 дня зрители смогут насладиться этномузыкой не только Бурятии, но и участников разных стран мира. И вы станете свидетелем рождения новых звезд. Учредители, кстати, фестиваля — Министерство культуры Российской Федерации и правительство Республики Бурятия. Отметим, фестиваль посвящен столетию Бурятии. Хоть юбилей пройдет только в 2023 году, но мероприятия уже начались. Вместе с нами, кстати, сейчас и главные действующие лица, это конкурсанты, они следят за трансляцией. Ну и отдельно Амарманде нашим участникам Бурятия. Приветствует вас. Приветствует вас, да. Конкурсантов всего 21 человек, и география удивляет. Это представители Непала, Индии, Армении, Украины, Грузии, Китая, Монголии. Якутии, Тывы, Москвы, Алтая, Калмыкии, Иркутской области, Забайкальского края. Ну и, разумеется, за главный приз поборются наши земляки, представители Бурятии. И прямо сейчас мы подготовили приветственное обращение для всех участников. Многонациональная, мультикультурная, такая разная и неповторимая, загадочная Россия, величественный, единственный, уникальный Байкал, душевная, ароматная, многоликая, музыкальная Бурятия. Международный фестиваль-конкурс «Золотой голос Байкала». Байкал ждет тебя. Байкал ждет тебя. Именно под таким девизом началась работа оргкомитета фестиваля. Озеро Байкал — это визитная карточка Бурятии, главный символ театра и сегодняшнего фестиваля. Поэтому сегодня мы решили ввести трансляцию с двух студий и одна на берегу священного озера Байкал. И прямо сейчас на связи с нами артисты театра Байкал Жаргал Бадмаев, Анастасия Дашнарбоева. Мы надеемся, вы слышите нас, ребята. Большой привет, здравствуйте. Здравствуйте, приветствуем вас в нашей студии. Добрый вечер, Улан-Удэ. Здравствуй, Республика Бурятия. Хущун дарюн Амарманда. Бумбурсык тувидылхэ. Мы приветствуем фестиваль «Золотой голос Байкала» на берегах самого глубокого и самого чистого озера нашей планеты – озера Байкал. Люди, живущие на этих берегах, называют Байкал священным морем, бесценной драгоценностью, а весь мир называют его жемчужиной нашей планеты. Но одной из жемчужин нашей республики является театр, который уже гордо 80 лет несет имя священного озера. Международный фестиваль «Золотой голос Байкала» приветствует Бурятский государственный национальный театр песни и танца «Байкал».
По древним бурятским традициям гостеприимства мы приветствуем всех зрителей, участников и конкурсантов фестиваля «Золотой голос Байкала» священным ходаком в знак дружбы и благих пожеланий. Бурятия – это удивительная республика. Это высокие горы, это бескрайние степи, чистейшие родники и озера. Но самое главное, Бурятия – это, конечно же, ее люди. Такие гостеприимные, душевные и открытые. И я уверена, что сейчас чуть-чуть такие нетерпеливые, потому что не терпится познакомиться поскорее с конкурсантами и узнать, что же они нам подготовили, а тем более услышать наши бурятские песни в их исполнении. Ну тогда я предлагаю нашим зрителям вернуться в студии телекомпании «Аригус» в столицу нашей республики. Жаргал, Настя, спасибо вам большое. Напоминаем, мы в прямом эфире. Нам тоже не терпится услышать всех конкурсантов, но сами вокальные баталии начнутся только с завтрашнего вечера. Сегодня же у нас открытие международного фестиваля. Сегодня мы вам расскажем о традициях, о мифах бурятского народа и легендах Священного озера. И презентуем гимн фестиваля. Также сегодня проведем жеребьевку среди участников, то есть определим порядок выхода всех конкурсантов. Сам же конкурс разделен на два этапа. В первом участники представляют песню на своем родном языке из своего репертуара. Этап носит название World Music. Во втором этапе самое непростое, в то же время самое интересное. То есть всем участникам нужно петь без исключения на бурятском языке. Ты представляешь, участница из Непала будет петь на бурятском языке. Мне кажется, это просто завораживает. Это просто потрясающее зрелище. Я уже имел опыт и видел, как это было на первом фестивале. Это действительно, эмоции сдержать совершенно невозможно. Верю. Но да, не только в прямом эфире проходит «Золотой голос Байкала». Все эти дни для участников будут проводиться мастер-классы, встречи в социальных сетях. Ну, как вы понимаете, фестиваль масштабный. Напомним, учредителя конкурса Министерства культуры России и правительства Бурятии сейчас для участников и телезрителей подготовлено специальное обращение министра Ольги Любимовой и главы Республики Бурятия. Также министра культуры Бурятии Саилмы Дагаевой. посмотрим. Дорогие друзья, от имени Министерства культуры Российской Федерации приветствую участников, гостей и организаторов международного фестиваля. Традиционно талантливых музыкантов из разных регионов нашей страны с теплотой встречает Бурятия. Проект развивает традиции международного сотрудничества и раскрывает высокий потенциал культурного обмена. Уверена, яркая и насыщенная программа фестиваля, демонстрирующая богатство, красоту и разнообразие бурятской песенной и музыкальной культуры, станет настоящим подарком для многочисленных гостей мероприятия. Особое значение фестиваль приобретает в столь непростое время, когда важно помогать, беречь и вдохновлять друг друга. От всей души благодарю организаторов за проделанную работу. Желаю вам незабываемых впечатлений, феноменальных творческих успехов и крепкого здоровья. Дорогие друзья, приветствую вас на международном фестивале исполнителей этнической песни «Золотой голос Байкала». Хундетенухет, Гойодун, Хукжимде Дорате, Табуханье Амаршалнап. Первый такой фестиваль прошел в далеком 2008 году и вызвал большой резонанс. Впервые певцы из разных регионов России и других стран не только представили культуру своего народа, но и виртуозно исполнили бурятские песни. Фестиваль пройдет с 20 по 23 июля. В этом году, к сожалению, пандемия не позволила нам снова собрать этнопевцов со всего мира на второй фестиваль. Организатором фестиваля Театр Байкал при поддержке Министерства культуры России и правительства Бурятии пришлось срочно переводить конкурс на онлайн-формат. Но этот вызов времени мы преодолели и даже расширили аудиторию зрителей. Мы с нетерпением ждем, как в первом туре участники исполнят песни из собственного репертуара, а во втором, ключевом этапе, будут состязаться в лучшем исполнении бурятских песен. Оценивать участников будет международное жюри. Независимо от занятых мест, всех ждут благодарность и любовь жителей нашей республики. Удачи всем исполнителям!
Самбена, дорогие участники и зрители Международного фестиваля «Золотой голос Байкала». Открывая фестиваль, я хочу поблагодарить Министерство культуры Российской Федерации и правительство Республики Бурятия за поддержку. Такой масштабный фестиваль проходит на федеральную субсидию в рамках подготовки празднования столетия Республики Бурятия. Каждый артист-участник в эти дни станет золотым голосом Байкала, потому что вы своим талантом обогащаете песенную культуру, песенное искусство Бурятии. А это наша величайшая духовная ценность, которую мы бережно храним и возрождаем. Благодаря вашему участию в конкурсе бурятские песни прозвучат в ваших регионах и странах. А для зрителей республики будет невероятно интересна подача наших любимых песен представителями Индии и Франции, Казахстана и Греции и певцами других российских городов. Я желаю вам всем удачи в этом уникальном конкурсе. Бурят дун мане угай баялик. Саша тымжыжы ябыхын уреным. Спасибо за благопожелание. Наш эфир продолжается, и мы снова готовы переместиться на Байкал. Сейчас там самое прекрасное время, близится закат, и у театра, я думаю, приготовил нам очень много сюрпризов. И мы ждем с нетерпением. Жаргал, Настя, как вы нас слышите? Готовы? Вам слово. Но до Байкала мы еще дозвонимся, достучимся. Я думаю, что ребята готовятся. Прямо сейчас небольшая коммерческая информация от наших друзей и партнеров, после чего мы продолжим наш эфир. Виброплатформа Ямагучи. Всего 20 минут занятий заменят 1 час. Мышцы сокращаются, увеличивая энергозатраты и сжигание жира. Фигура подтянется, целлюлит уйдет, кожа станет упругой. Ямагучи. Твой быстрый путь к совершенству. Расстроилась вся. Представь, купила постельное белье, постирала, все полиняло, а высохло, села. Где брала? Да на ярмарке. Лучше поезжай в Лебедушку. Я сама всегда там беру. Выбор большой. Продавцы приветливые, знающие. Возьмешь то, что тебя порадует. А цена? Конечно, дороже. Ведь за качество надо платить. Да оно того стоит. Давай адрес. Барсуева, 69А. Магазин «Лебедушка». Театр Байкал приглашает на международный онлайн-фестиваль «Золотой голос Байкала». Этнопевцы со всего мира споют известные бурятские песни и устроят настоящую музыкальную феерию. Смотрите в прямом эфире канала «Аригус» и YouTube театра Байкал с 20 по 23 июля в 8 часов вечера. И заряжайтесь энергией этномузыки. Байкал ждет тебя! В магазинах «Байкал» новое поступление, отличная коллекция кроссовок для всей семьи, забота о стиле и комфорте ваших ног. Выбирайте качественную и красивую обувь уже в продаже в магазинах «Байкал». Каждая пластиковая бутылка, которую мы не отправили на переработку, запускает круговорот пластика в природе. Пластик не разлагается, а крошится. Его частицы оседают в почве, в воде и даже попадают в атмосферу. Этими крошками питаются животные, а потом микропластик возвращается на наш стол через рыбу, мясо, соль и молочные продукты. Микропластик накапливается даже в легких человека. Он выпадает с дождем и переносится ветрами от одного континента к другому. Просто сдавайте пластик на переработку. Кто сохранит планету, если не мы? Ну, если говорить об организаторах фестиваля «Театр песни и танца Байкал», наша гордость и хранители культуры бурятского народа, обладатели множества наград и... И многое, да? О театре Байкал можно говорить часами, но лучше просто посмотреть.
Театр «Байкал» — это 80-летняя история, у истоков которой стояли выдающиеся люди, профессиональные композиторы, балетмейстеры, театральные деятели Советского Союза и Бурятии. В 40-х, 50-х годах принимавшие участие в знаменитых декадах бурятского искусства в Москве. Театр «Байкал» — это визитная карточка Бурятии, талантливо демонстрирующий мировому зрителю яркую и самобытную культуру монгольских народов. Участник 5-го Восточного экономического форума, чемпионата мира АИБа по боксу, Дрезденских балов Германии, торжественных приемов президента России, встречи глав мировых держав, постоянный участник правительственных концертов в Кремле. Театр «Байкал» — это команда талантливых артистов балета, вокалистов, музыкантов, высокопрофессиональных мастеров, работников пошивочного и бутафорского цехов, бюро дизайнеров, фотографов и видеографов, создающих неподражаемые художественные образы в танцах и песнях, спектаклях и шоу. Театр «Байкал» — это палитра мировых культур, обращающая взор на искусство других народов. Япония, Китай, Таиланд, Индонезия нашли свое отражение в шоу «Блеск Азии». А древнее наследие Индии, Афганистана, Узбекистана, Монголии обрело новую жизнь в театрализованном концерте «От монголов к моголам». Театр «Байкал» — это традиции и современность, основанные на мифах и легендах народов у берегов Байкала. Спектакли «Угаем Суде» и «Эхо страны Барагуджин-Тукум» вобрали в себя аутентичную хореографию, старинные песнопения, яркие и самобытные костюмы. Вместе с тем, новый танцевальный проект «Show of Dance» соединяет прошлое и настоящее, современность и этнику. Это микс различных стилей хореографии с оригинальной этнической музыкой. Театр «Байкал» — это научно-образовательная деятельность, студия Уенбылик, в которой дети учатся хореографии и вокалу, на базе которой планируется открытие школы искусств, где дети смогут обучаться разным направлениям художественно-эстетического творчества. Научно-практические конференции, которые часто сопутствуют мероприятиям театра, создают резонанс в научных и культурных сообществах республики. Это этнографические экспедиции, круглые столы с участием искусствоведов и этнографов, книги и методические пособия. Театр «Байкал» — это социально-досуговая деятельность, традиционные благотворительные концерты для социально незащищенных слоев населения, в домах ветеранов и престарелых, труднодоступных районах республики. Артисты театра проводят мастер-классы, где желающие могут научиться не только традиционным бурятским видам искусства, но и классическим европейским, азам-йоги и медитации. Ставший главным летним событием в столице Бурятии, межрегиональный фестиваль «Ночь Йохара» каждый год собирает более 10 тысяч зрителей и участников. Культурное явление с неограниченным туристическим потенциалом. Театр «Байкал» — это победы. 2 золотых и 2 серебряных кубка в международном конкурсе в Китае. Звание лучшего танцевального коллектива страны на всероссийском телевизионном проекте «Танцуют все» на канале «Россия-1». Премия правительства Российской Федерации в области культуры и искусства. Театр «Байкал» — это лидеры. Заслуженный деятель искусств России, заслуженный работник культуры Бурятии, почетный гражданин города Улан-Удэ, директор театра Дандар Бадлуев, мудрый и многогранный наставник, учитель нескольких поколений артистов. Народный артист Бурятии, лауреат государственной премии правительства Бурятии, художественный руководитель театра Жаргал Жалсанов, талантливый организатор и режиссер, сумевший создать уникальное настоящее театр. Театр «Байкал» — это перспективы. Один из важнейших центров культуры и образования Дальнего Востока. Бережно хранящий крупицы уникального культурного наследия бурят, дающий фундамент многокультурного общества, центр нематериального богатства Байкальского региона.
Театр Байкал – это Бурятия. Даже когда ты смотришь по телевизору такие ролики, вдохновляешься бурятской культурой. Спасибо Театру Байкал. Спасибо большое. Ну и мы передаем слово нашим коллегам по сегодняшнему прямому эфиру. Я напоминаю для всех, в студии прямо сейчас появляется Анастасия и Жаргал. Давайте дадим им слово. Они прямо сейчас находятся на берегах нашего священного озера. 5, 4, 3, 2, 1. Дорогая студия, фестиваль, вы не представляете, какая сейчас на Байкале чудесная погода. Определенно. Ну а фестиваль «Золотой голос Байкала» – это прежде всего музыка. Искусство, которое стирает все границы и объединяет всех нас. «Золотой голос Байкала» – это творческий диалог разных культур. Вокалисты и музыканты из самых разных стран создают совместное творчество, расширяя пространство. Дорогие наши телезрители, дорогие наши зрители, позвольте с удовольствием представить гордость нашего театра и всей республики – Национальный оркестр Республики Бурятия.
В этом театральном сезоне наш прославленный оркестр широко и с размахом отпраздновал свой 80-летний юбилей. Ну а в следующем году уже театр «Байкал» отпразднует точно такой же юбилей. Ну а сейчас, дорогие друзья, уважаемые наши телезрители, самое время послушать приветственную речь нашего директора. Дамы и господа, заслуженный деятель искусств России, директор театра «Байкал» Дандар Бадлыев. Дандар Жапыч, еще раз добрый вечер. Все ваши впечатления, все ваши эмоции, все, что вы хотите сказать всем конкурсантам и нашим зрителям. Пожалуйста. Добрый вечер, уважаемые зрители, участники, конкурсанты. Мы рады приветствовать вас на открытии международного фестиваля «Золотой голос Байкала». Спустя 13 лет наш фестиваль вновь объединяет мир. В то время, когда сейчас границы закрыты, только культура может связать и объединить людей. Бурятская песня в эти дни будет звучать во многих странах, континентах, регионах нашей огромной страны, мира. И интересно то, что каждый участник этих стран будет петь на бурятском языке. И интересно будет то, что эти бурятские песни звучат с неповторимым национальным колоритом любой страны, любого исполнителя. И мы хотим сказать огромное спасибо Министерству культуры России, правительству Бурятии, Министерству культуры Бурятии за ту неоценимую помощь, которую они оказали в проведении этого замечательного фестиваля. Надеемся, что все 4 дня, которые будут проходить, каждый зритель в любой точке света будет с интересом наблюдать за развитием наших событий. И хочу пожелать каждому участнику фестиваля творческих высот, зрителям незабываемых эмоций. И пусть фестиваль «Золотой голос Байкала» станет ярким событием этого лета. Мы с вами полностью согласны, Дандар Жапович. И я думаю, сейчас самое время передать эфир в студию с нашим соведущим. Настя Жаргал, спасибо. Сейчас мы готовы представить наших участников. Напоминаем, их 21. И специально для наших зрителей они подготовили приветственное видео с разных уголков мира. Также они коротко расскажут о себе. Уважаемые участники конкурса «Золотой голос Байкала», группа Дейда приветствует вас и передает вам привет из солнечной Бурятии. Мы желаем всем участникам удачи, здоровья, успехов в конкурсе «Золотой голос Байкала». Амрмэнде. Всем привет, меня зовут Гана, я участница международного конкурса «Золотой голос Байкала». Я очень люблю народную музыку и с детства пою свои народные песни. Всем здравствуйте! Меня зовут Евгения Гребенщикова, и на фестивале «Золотой голос Байкала» я очень рада представлять свою республику Бурятия. Мне 32 года, и музыкой я занимаюсь 6 лет. В основном пою русские народные песни и являюсь солисткой театра народной музыки и танца «Забава». Наряду с этим занимаюсь эстрадной музыкой и являюсь участницей знаменитой кавер-группы города Улан-Удэ «Лейкерс». Всем участникам конкурса хочу пожелать удачи и море положительных эмоций. Передаю огромный привет из Республики Тыва. Меня зовут Цайлык Омун. Всем зрителям конкурса «Золотой голос Байкала», а также организаторам и, конечно же, самим конкурсантам я от всего сердца хочу пожелать счастья и здоровья. Всем привет, я Арюна Немаева. Благодарю организатору за право представлять Бурятию на фестивале. Всем конкурсантам желаю успеха и пусть выиграет сильнейший. Байгал театрта, хунзано байырлулжы, бурят хылые дэшин ургыжы, ины ихы урилдан адыя, хэн унгыргы хэйн хусынып. Мен
Күнте Юрмют, Амарменде. Горячий привет солнечной Бурятии из жаркой Калмыкии. Меня зовут Диана Басханджиева. Я солистка государственного ансамбля песни и танца «Тюльпан». Неоднократно была в Бурятии и даже принимала участие в конкурсе. Жду не дождусь того момента, когда приеду и обниму всех вас. Om Swastiastu. Hello everyone, I'm Ayu Anantaputri, the candidate Voice of Baikal 2021. I feel amazing and so proud of myself to have the opportunity and practice the beautiful music and song from Buryatia. Thank you so much. Om Santi 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 Om. Приветствую всех участников международного фестиваля «Золотой голос Байкала». Желаю всем удачи и позитива. Удары халун амырмынды хундытын ухудут, биди ирху хотохот анда халун амырмынды хургыныбди, энемene шоногыхын хамтлык, Voice of Baikal гыхын, олыс хорандың мурысонды хавадыхы аргатебыхында ехеверте. Здравствуйте, дорогие друзья! Тяхшлар багарны күрлер. Меня зовут Эмиль Толкачеков, и я представляю Республику Алтай. Горный Алтай славится неповторимой красотой природы, богатыми традициями, древней историей и великолепной культурой. И на конкурсе «Золотой голос Байкала» я постараюсь оправдать высокое имя своей малой родины. Всем здравствуйте. Меня зовут Иоаннис Кофополос. Я родился в городе Салоники, Греция. Я музыкант, исполнитель и композитор мировой музыки. Я очень люблю мировой музыки, и я люблю такой диалог, культура. За этого я очень рад, что я участвую на фестивале, конкурс «Золотой голос Байкала». Конечно, хотя бы это в живой режим, но и на онлайн режим будет нормально. Hello everybody and namaste. My name is Shibani Sur. I'm an artist based in McLeodganj, the place of Dalai Lama in Himachal Pradesh, India. I come from a family of musicians and I live in this forest, middle of a forest. After living in city life for years, I decided to be here with nature, feeling once in nature, and create music from that space and share with the world. I hope you like my videos and my Buryat song, my Indian song. Всем привет! Меня зовут Катя Ямщикова. Я из города Уфы представляю Республику Башкортостан на международном конкурсе «Золотой голос Байкала». Я родилась и живу в краю красивейших гор, бескрайних лесов, ковылевых степей, курая и самого вкусного меда. Всем привет! Меня зовут Дашидылыкова Аюна. Я являюсь участником международного конкурса «Золотой голос Байкала» и являюсь представителем Республики Бурятия города Улан-Удэ. Hi everybody! My name is Jenny James. I am from Cuba and I decided to participate in the Voice of Baikal concourse because I really love to sing. For me, music is my life, it's my way to connect with the world. And I want to share with all of you this love that I have inside of me for the music. I hope you like it and see you soon. Bye! Хаклатузем, порнидяжи салам. Дорогие друзья, меня зовут Руслан Соловьев, и я рад приветствовать вас с берегов Волги, из Чувашии, края 100 тысяч песен и вышивок. Мы очень рады, что наш этномузыкальный проект Diva Ethno Future Sound примет участие в международном фестивале-конкурсе «Золотой голос Байкала», что чувашские песни зазвучат на гостеприимной бурятской земле, и гости фестиваля
смогут услышать и почувствовать всю красоту наших чувашских народных песен. Улан-Удэ, вас приветствует этнофольк-группа «Дарабоз», страна Казахстан, город Талдыкурган. Мы рады принять участие на фестивале «Золотой голос Байкала». Желаем всем конкурсантам удачи. Для нас это честь выступить на вашем фестивале. Всех приглашаем на фестиваль. От нас пламенный всем привет. Салям, барыгызга да без Джуна Түркімен, без Татарстанда яшибез. Всем привет, мы группа Джуна. Мы живем в Казани, исполняем песни на стихи татарских поэтов. Приглашаем вас на фестиваль «Золотой голос Байкала». Он пройдет 20-23 июля. Всем участникам желаем удачи, а зрителям приятного просмотра. Привет из Новосибирска. Мы этнодуэт «Сандал». Помимо авторской музыки мы исполняем песни народов мира. И впервые у нас есть возможность прикоснуться к великой бурятской культуре в рамках конкурса «Золотой голос Байкала». Здравствуйте, меня зовут Суденова Эльвира. Я представляю Республику Бурятия, город Улан-Удэ. Желаю всем отличного просмотра. Меня зовут Сахая Гапсарова. Я представляю Республику Саха-Якутию. Вот мы и увидели всех участников, жду с нетерпением их исполнения. Но любой конкурс – это большие переживания, волнуются все участники. Но конкурс в телевизионном формате сложен вдвойне, ведь участникам нужно суметь через камеру передать все эмоции и чувства. Уже с завтрашнего дня мы начнем показывать клипы наших конкурсантов, а пока нужно понять, в какой очередности они будут выступать. Кстати, и от этого зависит очень многое. Да, вот мое, например, любимое число 13. Я рожден 13 числа, и для меня это счастливое число. Исключение, ты исключение. Да. Я считаю, что нужно быть последним. Мне кажется, что последнего члены жюри запоминают больше. Ну что, начинаем жеребьевку. Имена конкурсантов разлетятся хаотично, и выстраивать их будет уже решение компьютера в финальный список. Прямо сейчас это происходит, и мы уже через несколько секунд будем готовы озвучить финальный список и финальный порядок выступления всех участников фестиваля «Золотой голос Байкала-2021». Если... Итак, напоминаем, что всего их 21, как смотри, ты уже сказал. Вот пошла жеребьевка. Специально программа расставила, и мы уже готовы озвучить конкурсный список, я так понимаю. Под номером 1. Первый группа «Деда», Бурятия, город Улан-Удэ. Под номером 2 «Гана», Бурятия, город Улан-Удэ. Номер 3 Евгения Гребенщикова, Бурятия, город Улан-Удэ. Под номером 4 представительницы Тывы, город Кызыл, Сайлык Амун. Арюна Немаева из Бурятии, из Улан-Удэ будет под номером 5 выступать. Под номером 6 Диана Басхамаджиева, Калмыкия, город Элиста. Красавица. Номер 7 Аю Анантапутри, Индонезия, Денпасар, город. Под номером 8 Елена Шакдурова, Бурятия, город Улан-Удэ. А кто же на 9-м появится? Это группа «Шану», город Иркутск, а под 10-м номером это Толкачеков Эмиль, Алтай, город Горно-Алтайск. Номер 11 Иоаннис Кафопулюс и ансамбль «Орфеус», Греция, Салоники. Под номером 12 Шибани Сур, Индия, город Маклиот-Ганж. 13 номер счастливый для меня Екатерина Ямщикова, Башкортостан, город Уфа. Под номером 14 Аюна Дашидылокова, представительница нашей республики Улан-Удэ.
Ренде, Хонко, Торрес, Куба, Матансас, номер 15. Под номером 16 Дива Этно Future Sound, Чувашия, город Чебоксары. 17 это группа Дарабос, Казахстан, город Талдыкурган. Под номером 18 группа Джуна, Татарстан, город Казань. А 19 это дуэт Сандал из Новосибирска. И под номером 20 снова наша представительница Эльвира Цыденова, город Улан-Удэ. Ну и моя землячка, так как я тоже из города Якутск, Сахая Нахсорова, Саха-Якутия будет завершать конкурсную программу. 21 номер. Одна команда в сборе, пришло время представить и вторую команду жюри. Если речь идет о таком крупном вокальном соревновании, почти песенной олимпиаде, я согласен, да, то и судить его должно международное высокое жюри. Итак, выявлять сильнейших будут Жан-Марк Галтье, Франк. Член жюри фестиваля «Золотой голос Байкала» от Франции Жан-Марк Галтье, продюсер множества международных фестивалей, проходящих во Франции. В 90-е годы работал директором французских ансамблей «Соли Тути» и «Федераль Мюзик», затем директором культурного центра в городе Курбевуа. В начале нулевых координировал строительство студии «Пате Альбатрос» в городе Монтрео, отвечал за строительство кабаре, а затем за музыкальный и театральный репертуар, осуществив более 30 спектаклей. Организовывал фестивали «Зигамейтс», «Зеркала барокко», «Осень в Париже». Сегодня Жан-Марк Галтье, директор и художественный руководитель театра «Космос Превер», «Сцена мира» в городе Савиньи-ле-Тампль, культурном центре крупнейшего региона Иль-де-Франс. Жизненное кредо Жан-Марка – создавать доброжелательную атмосферу для артистов и зрителей, создать путь к открытию мира для новых талантов, создавать новые вибрации, ритмы и вдохновения. Член жюри, популярная певица Намгар, начала свой творческий путь в степях Аги и Бурятии как эстрадная артистка. Стала победительницей множества крупных международных эстрадных конкурсов. Завоевав признание публики, она решила обратиться к истокам национальной песенной культуры. Сегодня пение Намгар – это настоящее музыкальное волшебство, уходящее корнями в эпоху древних шаманских обрядов. Она исполняет старинные бурятские песни кочевников, танцевальные хороводные песни, лирические обрядовые композиции, степные протяжные песни и эпические музыкальные сказания о легендарных героях и сказочных красавицах. Представляя и пропагандируя бурятскую народную музыку, Намгар вместе со своей группой побывала более чем в 30 странах. Намгар и ее группа – участники и хедлайнеры самых популярных и масштабных международных фестивалей этнической музыки. Она выпустила 4 альбома. 5-й альбом «Наинова», вышедший в июне этого года, создан на студии АРК Music в Великобритании и вошел в число лучших в чартах мировых радиостанций этномузыки. Член жюри Шон Куирк представляет Соединенные Штаты Америки. Получив грант Фулбрайт в 2003 году, он приехал в Туву с целью изучения тувинского горлового пения, культуры и языка. Там он нашел свое место в качестве ученика и затем музыканта Тувинского национального оркестра. В 2006 году стал менеджером тувинской фольклорной группы «Алаш», гастролирует и работает с ансамблем в качестве продюсера, менеджера, переводчика и звукорежиссера. Группа получила премию Грэмми в 2008 году за совместный альбом с известной группой Bella Flag and the Flag Tones. Шон побывал во многих странах, представляя музыку Тувы в сферах концертной деятельности и образования. Спродюсировал 4 студийных альбома ансамбля. С 2008 года заслуженный артист Республики Тува. Проводит научно-полевую работу под эгидой Смитсоновского института для фестиваля Folk Life, посвященный исчезающим языкам. Сегодня работает в Центре тувинской традиционной культуры и ремесел.
Украинская певица, танцовщица и актриса Анна Лучихина впервые побывала в Бурятии в 2008 году, когда участвовала в первом фестивале «Золотой голос Байкала». Тогда вместе с народным артистом Бурятии Жаргалом Жалсановым она исполнила популярную бурятскую песню «Инык дурая гамнаре». Сегодня она принимает участие в фестивале уже как почетный член жюри. Анна закончила Киевскую государственную академию циркового и эстрадного искусства по 2 специальностям – вокал и хореография. После чего стала одной из ведущих артисток популярных московских мюзиклов компании Stage Entertainment, филиала нью-йоркского Бродвея в Москве. Творческая деятельность Анны Лучихиной развивается во многих странах Европы – Германия, Франция, Швейцария, где она работает не только как артистка, но и как постановщик. Помимо прочего, Анна снимается в кино. Абылай Тлепберген, главный дирижер одного из старейших и самых известных оркестров Казахстана, оркестра имени Курмангазы, впервые посетил Бурятию и Байкал весной этого года для участия в юбилейных торжествах Национального оркестра Бурятии. Дирижируя крупнейшим оркестром Бурятии и своей игрой на национальном казахском инструменте, он влюбил в себя бурятскую публику. Абылай награжден премией фонда первого президента Республики Казахстан, лидера нации в номинации «Искусство и культура» за исполнительское мастерство на казахском традиционном музыкальном инструменте домбра, премией Союза молодежи Казахстана «Серпер» за исполнительское мастерство, государственная молодежная премия правительства Республики Казахстан «Дарын» в номинации «Народное творчество» и почетной грамотой Республики Казахстан. Абылай – лауреат множества международных конкурсов, виртуозно владеет игрой на казахском инструменте домбра. Еще один почетный член жюри фестиваля «Золотой голос Байкала» Джун Хун Ли. Один из видных деятелей культуры Южной Кореи, Джун Хун Ли работал профессором Ульсанского колледжа Департамента глобального бизнеса, в Корейском совете искусств по поддержке исполнительского искусства, в Комитете по культурному сотрудничеству Корея-Евросоюз, а также профессором Университета кино Янсан. Сегодня Джун Хун Ли – основатель и директор крупнейшего южнокорейского фестиваля Seoul Music Week, основатель и директор Ulsan Jazz Festival, а также президент Glow MMNet, сеть глобального музыкального рынка. В рамках фестиваля «Золотой голос Байкала» мистер Джун Хун Ли даст онлайн-лекцию о продвижении национальной культуры на мировых сценических площадках на примере культуры Кореи. Джун Хун Ли мечтает побывать на Байкале и с нетерпением ждет следующего фестиваля «Золотой голос Байкала», который обязательно пройдет в живом офлайн формате. Народный артист Бурятии Жаргал Жалсанов, председатель жюри фестиваля «Золотой голос Байкала». Жаргал Жалсанов – выпускник Восточно-Сибирской государственной академии культуры и искусств как артист балета и одного из старейших и известных вузов страны – Российской академии театральных искусств ГИТИС как балетмейстер. Уже на протяжении 12 лет он является художественным руководителем театра «Байкал». Им поставлено несколько музыкальных хореографических спектаклей, танцевальных шоу, десятки концертов, программ и музыкальных проектов, где он также работает в качестве балетмейстера, режиссера, модельера и артиста-исполнителя. Как приглашенный балетмейстер участвует в постановках не только в коллективах Бурятии и России, но и в соседнем Китае. Давал мастер-классы по национальной хореографии в Европе. В качестве актера Жаргал Жалсанов участвовал в российских постановках бродвейских мюзиклов «Кэтс» и «Мамма Мия» в городе Москва. В этом году с ведущими хореографами России стал членом жюри престижного всероссийского конкурса артистов балета и хореографов в городе Ярославль. На сегодняшний день художественный руководитель театра «Байкал» и председатель жюри фестиваля «Золотой голос Байкала» Жаргал Жалсанов является видным деятелем культуры и искусства Республики Бурятия.
Йога-платформа Ямагучи. Всего 20 минут занятий заменят 1 час. Мышцы сокращаются, увеличивая энергозатраты и сжигание жира. Фигура подтянется, целлюлит уйдет, кожа станет упругой. Ямагучи – твой быстрый путь к совершенству. Театр Байкал приглашает на международный онлайн-фестиваль «Золотой голос Байкала». Этнопевцы со всего мира споют известные бурятские песни и устроят настоящую музыкальную феерию. Смотрите в прямом эфире канала «Аригус» и YouTube Театра Байкал с 20 по 23 июля в 8 часов вечера. И заряжайтесь энергией этномузыки. Байкал ждет тебя! В магазинах «Байкал» новое поступление. Отличная коллекция кроссовок для всей семьи. Забота о стиле и комфорте ваших ног. Выбирайте качественную и красивую обувь. Уже в продаже в магазинах «Байкал». Итак, мы снова вернулись в нашу студию. Напоминаем, мы в прямом эфире. И хотелось бы сказать о жюри. Выявлять сильнейших будут Жан-Марк Галтье, Франция. Шон Куирк из Соединенных Штатов Америки. Как вы думаете, кто представляет Россию и нашу столицу? Это всеми любимая Намгар Хасаранова. Анна Лучихина представляет Украину. Я знаю, ты с ней знаком. Да, мы встречались на первом конкурсе, который прошел 13 лет назад. Тебе тогда было 7. Мы об этом поговорим. Была Тлеберген из Казахстана. Джун Хун Ли, Южная Корея. И председатель жюри, художественный руководитель театра «Байкал», народный артист Бурятии Жаргал Жалсанович Жалсанов. И сегодня он пришел к нам в гости в нашу студию. Здравствуйте, Жаргал Жалсанович. Добрый вечер. Здравствуйте. Очень приятно видеть. Я вижу, что вы очень волнуетесь, потому что, ну сколько, 13 лет прошло после первого конкурса. Как будто бы один день. Как будто бы один день. Помните ли вы что это было, октябрь, ноябрь 2008 года, когда мы впервые собрали большое количество артистов со всего СНГ, и из-за границы к нам приезжали. Помните ли вы этот конкурс? Ну, конечно, я помню, потому что это было такое событие яркое для меня. Это был один из таких самых крупных проектов, первых, которые я делал после приезда. И такое количество гостей, само событие, оно стало не только, мне кажется, для меня до сих пор его вспоминает, для многих артистов наших, бурятских, для многих зрителей. Тем более там еще был же такой период, да, какой-то, когда не сильно были, такого рода конкурсы, фестивали, да, не сильно были популярны. Поэтому для нас он был такой, Да, и можно сказать, что этот фестиваль зажег очень много звезд. Впервые там заявила себе Алина Намсараева, например. Впервые мы увидели Валико Гаспаряна. Ну, может быть, Чингис Роднаев, может быть, уже был известен. Кто еще? Помните, кто еще? приехала совсем молоденькая Дулма Сунрапова. Да. Она училась. Ну, то есть, это все вот сейчас... Это история. Звезды Республики Бурятия, а тогда они вот только начинали, это был такой этап. Ну да, 2008 год. 2008 год. Расскажите об участниках нынешнего фестиваля. Кто да, мы они? знаем, что подготовка к этому конкурсу длилась очень долго, целый год. Да. Что вошло в этот год? Какой был отбор? Были ли какие-то интриги? Конечно, мы все надеялись, что он пройдет точно так же вживую, что все конкурсанты приедут, и члены жюри. Было очень много таких планов. Мы, конечно, его готовили очень прямо с таким волнением, трепетом. И первый тур, правда, он прошел онлайн, потому что мы не могли привести огромное количество людей. У нас было конкретно 20 человек, должно было конкурсантов. И мы его отбирали онлайн. И, конечно, были нюансы. Как в любом конкурсе всегда остаются довольные, и есть немножко недовольных. Поэтому, интриги, скандалы – это неизменная часть нашего конкурса. Как появился 21-й участник? Потому что вы же сказали только что 20 было. Очко. Чтобы, да, для красивого. Для красивой цифры. Но на самом деле получилось так, что в связи с переводом в онлайн
у нас начались проблемы, потому что некоторые конкурсанты начали отказываться, и мы начали отрабатывать новых конкурсантов. Еще те, которые не прошли онлайн, мы оттуда уже начали людей отсматривать. Те, которых мы отсматривали, мы уже отзванивались. Это было все в последний момент. У нас вот ситуация с пандемией произошла очень внезапно. Все же у нас так внезапно, да? Поэтому нам пришлось выкарабкиваться из этой ситуации. Мы переживали, будет ли вообще сам фестиваль, или мы будем его переносить, но тем не менее решили проводить онлайн. Ну, это замечательно, что хотя бы онлайн мы можем лицезреть такое количество участников, многие из которых, ну, наверное, бурятский зритель увидит впервые и, может быть, потом в дальнейшем будет следить. Но у меня вот есть такой небольшой инсайт о том, что, несмотря на то, что даже мы проводим фестиваль онлайн, призовой фонд довольно богатый для, ну, даже в рамках России. Расскажите об этом, пожалуйста. 1 000 000 рублей. Миллион, да. 1 000 000 рублей, потому что это, конечно, потому что он проходит в рамках столетия республики. И там запланировано много мероприятий. И наш фестиваль — это один из этих таких этапов, скажем, да, или празднования. Поэтому, ну, что надо делать в свой юбилей? Все-таки надо совершать какие-то приятные вещи, да, какие-то подарки, дары, поддерживать и двигать молодых исполнителей этнической музыки. Я считаю, что это очень благородное дело. Тем более в нашей стране с такой, скажем, такой богатой, разнообразной, многообразной культурой. Такие конкурсы и фестивали, мне кажется, очень важны и нужны. Ну да, вы же наверняка знакомы со многими фестивалями, в том числе этнической музыки. Вот 1 000 000 рублей в рамках России. Это много, да, мало? Можно ли назвать наш конкурс «Золотой голос Байкала» самым крупным сейчас, на данный момент в России? Можно смело. Потому что на самом деле призовой фонд 1 000 000 рублей сейчас в России является, ну, редкостью. Да. Первое место, как всегда. Это просто отличная новость, и гордость берет за нашу республику. И хотелось бы узнать про членов жюри. Как вы выходили на связь? И учитывая, мы услышали истории, да, кто чем занимается, это просто очень крутые люди. Как вы их искали? Да, и члены жюри обычно, конечно, бывают сами музыканты, вокалисты. И вы знаете, что член жюри, наша уважаемая, известная наша звезда этнической музыки Намгар. И очень много мы с ней советовались, обсуждали, потому что у нас была цель пригласить в члены жюри людей не только, скажем, которые оценивают технически, ну, скажем, технически вокальные данные, исполнительские, но помимо этого, чтобы часть из них состояла из продюсеров, люди, которые делают такие фестивали, большие проекты, мировые. И чтобы они как-то, может быть, чтобы наши молодые конкурсанты, участники имели какой-то путь дальше, движение. И получается, это уже такой скрытый, скажем, такой шоу-кейс уже для артистов. Видели, оценили, пригласили, открыли. И для многих, ну, вообще артисты, я думаю, что им будет очень интересно. И важно, что в составе жюри такие люди. Жюри отсматривало все видео, которые им отправляли. Я знаю, что есть требования к видео, да? Прямо вот никаких вот наворотов, эффектов видео нельзя добавлять. Просто вот ставят камеру и одним дублем. У нас есть техзадание специально. Надо сказать, что мы его ведь проводим впервые в таком формате онлайн. Мы не привыкли это делать. И мы посмотрели вообще мировой опыт. Мало кто сейчас так делает, чтобы такие большие фестивали оценивать так. И для членов жюри задают, конечно, много вопросов. Это сложно ведь. Но есть техзадания, когда исполнители должны вживую поставить камеру одним кадром, без монтажа, и петь именно вот там, вот прямо перед перед камерой. Без студийной записи, без подтяжек, без, скажем, вот всех вот этих современных наворотов. И за этим следят наши и звукооператоры, звукорежиссеры. Мы отсматривали, все знают положение, и это одна из важнейших частей условий. Есть уже у вас какие-то фавориты, но вы же все уже отсмотрели, все 20? Нет, еще нет. Я лично не смотрел, так как я член жюри. Так, я хочу создать, это важная часть, чтобы мы все, и никто из членов жюри еще не видел. Мы должны посмотреть это свежее вживую. Первое впечатление,
оценить их репертуар, возможности, и только тогда мы выставляем баллы. Это все будет проходить прямо завтра, первый тур World Music, мы их репертуар слушаем, да, и послезавтра второй тур. Оценивается только прямо онлайн. Сколько баллов каждый выставляет, и имеет ли председатель жюри еще какой-то один дополнительный балл, как руководитель этого коллектива? Имеет, к сожалению. Но просто это норма, когда председатель жюри имеет определенные баллы, которые может в случае, если вдруг одинаковые, да, там какие-то баллы, он может... Ну, конечно, в любом случае это будем советоваться с членами жюри. Но каждый член жюри выставляет на каждого конкурсанта лично свои баллы. По 5 категориям, критериям, он по каждой критерии 10 баллов, итого это 50 баллов за каждый конкурсный день. Давайте, может быть, сможем озвучить, какие критерии? Да. Так, навскидку, да, это вокальное мастерство, этническая составляющая, да, ну вот, скажем, такой говорит, артистизм, сценическое, ну, как сказать, артистизм, технические возможности солиста, вокалиста, ну, то есть насколько технично исполняет он там, скажем, меняет какие-то стили или там мелизмы, пассажи сложные, да, какие-то делает. И пятое это... Костюм. Это входит вот в артистизм, так. Пятый, что же еще? А вот оркестр, нет? Должен быть обязательно. Да, условия такие, что мы, конечно, все, когда вживую они должны были онлайн приезжать, они должны были петь с нашим национальным оркестром Республики Бурятия. Как это было? Как это было в 2008 году. И это, конечно, была важнейшая часть коллаборации, скажем, совместных выступлений приезжих групп и музыкантов, солистов с нашим большим оркестром. Это же надо было репетировать. Да. И это очень, конечно, жалко. Ну, ладно, не будем жалеть. Вот мы видели, что одним из членов жюри является Анна Лучихина, собственно, наша гостья в 2008 году, с которой вы совместно выступали. Помните ли вы песню, которую вы пели? Что это было за Конечно, я помню. Да? Конечно, я помню. Да, Анна Лучихина участвовала в тот год в конкурсе, потому что мы с ней работали вместе в Москве. Были знакомы. Были знакомы в проектах, поэтому я ее пригласил. Понятно. Ну вот прямо сейчас давайте прервемся на небольшой ролик, посмотрим, как проходил конкурс «Золотой голос Байкала». Один, получается, в 2008 году. Внимание на экран, друзья. 2008 год. Глубоководные аппараты «Мир» опускаются на дно Байкала. В Соединенных Штатах Америки впервые в истории страны был избран афроамериканский президент. В Пекине проходят 29-е летние Олимпийские игры. Доллар стоит 23 рубля. Набирает обороты мировой финансовый кризис. В это же время на бурятской земле впервые увидел свет международный фестиваль «Золотой голос Байкала», одно из самых масштабных и ярких событий в Бурятии тех лет. Коллектив театра «Байкал» загорается идеей создания большого фестиваля, в котором певцы из самых разных стран, помимо своих песен, пели бы еще и бурятские песни. В творческом диалоге разных исполнителей планируется популяризовать песенную культуру бурятского народа, поддержать молодых артистов Бурятии через опыт участия в столь масштабном проекте и дать новый толчок эстрадному искусству региона. И уже осенью того же года столица солнечной Бурятии встречает гостей из зарубежья и регионов страны. Непал, Индия, Армения, Украина, Грузия, Китай и Монголия, Якутия, Тыва и Москва. Признанные у себя вокалисты собираются на одной сцене, чтобы продемонстрировать свое искусство, поразив бурятского зрителя ранее неслыханным прочтением бурятской песни. Ныне гордо носящий звание Национального оркестра Бурятии, оркестр имени Чингиса Павлова, совместно с рок-группой «Вехи» аккомпанирует приезжим звездам. Певец Мингма из Непала поет известную песню «Дангинамни» совершенно неожиданным образом, а звезда московских мюзиклов, украинская певица Анна Лучихина, исполнившая песню «Инак дураягам наре», сегодня уже член жюри второго фестиваля «Золотой голос Байкала». Претти Каур, Елена Комарова, Тамара Мадебадзе, Антон Увангур, Серго Панусян совместно с солистами театра «Байкал» влюбляют в себя бурятскую публику, которая спустя годы добрыми словами вспоминает самый первый фестиваль.
Осень 2008 года была по-настоящему музыкальной для нашей республики. Благодаря международному фестивалю «Золотой голос Байкала» бурятская песня зазвучала по всей Евразии. Пусть новый фестиваль продолжит эту добрую традицию, сплачивая народы через музыку и душевную бурятскую песню. «Золотой голос Байкала». Поностальгировали, да? Поностальгировали. Небольшой инсайт. Моя карьера ведущего мероприятий началась в 2008 году с конкурса «Золотой голос Байкала». Я до этого, в общем, уже год работал на телекомпании «Аригус», но мероприятия как-то вот меня не приглашали. Вы впервые меня пригласили, за что, конечно, открыли этот ящик. Ну, я счастлив. Поэтому, когда сказали о том, что телекомпания «Аригус» совместно с театром «Байкал» проводит, будет тоже как соорганизатором конкурса, я сказал, только я. Пожалуйста, я сам... Я тоже так же сказал. А может быть, я после этого тоже эфиры начну вести концерты? Надо. Я знаю. Надо. Итак, мы напоминаем, что у нас прямой эфир, и мы можем провести прямо сейчас вместе с нашим гостем розыгрыш. Есть один вопрос, да, от нашего гостя. Очень простой. Надо позвонить по телефону 21 87 10, и вы получите подарок, который подготовил наш гость Жаргал Жалсанович Жалсанов, и ответить на один вопрос. И могут ответить, мне кажется, только те, кто смотрел наш эфир с самого начала. Или это может быть чисто везение, да. можно угадать. Подарок, специальные сувениры Можно от театра показать, «Байкал». Да? Вот, да. Я тоже хочу такой подарок. Все артисты зарядили его своей положительной энергией. Вы знаете, какая энергетика всегда на концертах. Сцене, да. Скучает ли театр «Байкал» по большой сцене? Безумно. Безумно. Очень. Когда когда были концерты? Вот после пандемии, по-моему, что-то по осени Да, мы немножко успели маленький период весной еще поработать. Ну, с 50% загрузкой, да? И потом и обратно все закрылось, и мы вот так вот все. Как работать артистам театра, которые привыкли, что залы всегда переполнены, что билетов нет, работать с 50% посадкой? Или сколько там было? 20? 50%? 50%. Это же... Да нет, вообще. Я была. Энергетика. Да. Это было круто. Я зарядилась. Я успела зарядиться эмоциями и атмосферой театра «Байкал». До того, как мы закрылись. Да. Это надо, я думаю. Но я надеюсь, что осенью у нас будет все нормально, и мы будем встречаться с вами уже. Итак, у нас уже... 21-87-10. Есть звонок? Да, есть звонок в студии. Давайте знакомиться. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер, вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста. Алло, говорите. Да, как? Радмила, очень приятно. Бывали ли вы когда-нибудь на концертах театра «Байкал»? Да, конечно. Да? Это отлично. Итак, вы, я надеюсь, готовы к вопросу, и подарок будет ваш. Радмила, готовы? Да. Да. Отлично. Вопрос, вы объявите или мы? Давайте мы. Вопрос такой, очень простой. Если вы смотрели наш эфир, вы должны знать, сколько участников представляет Республику Бурятия в этом конкурсе. Всего, напомню. Всего 21. А вот сколько из Бурятии? А из Бурятии их тоже такое очень яркое, красивое число, знаковое, победное. Да. Для кого-то очень счастливое, удачное. Мы так хорошо подсказали, мне кажется. Радмила, есть у вас? Запомнили. А из Бурятии? Ну, какое число счастливое обычно всегда? Сколько? 9. 9. 10. Нет, к сожалению. К сожалению, нет. Мы ждем. Спасибо вам большое. А еще второй звонок будем принимать? Будем. Пока общаемся с Жаргалом Жалсановичем и потихонечку принимаем звонки. Кто ответит правильно, сколько участников из Бурятии представят наш регион на конкурсе «Золотой голос Байкала»? Ну, мы уже понимаем. 9, 10 – это неправильные ответы. Да. Значит, все участники, насколько это большие артисты в своих регионах? Или это конкурс молодых исполнителей? Как вы? Я считаю, что вообще артистов не бывает больших или маленьких. Есть артист. А, вот так, да? Да, есть певец. Просто бывает, как-то пошло, что-то уже идет.
какая-то волна, подъем, а где-то нет, может быть. Я посмотрел наших конкурсантов, я считаю, что они все артисты. И есть те, которые которых я слушаю, прямо аж мурашки, мне очень нравится. И то, что сейчас эти артисты исполняют такую этническую музыку, в наше время, согласитесь, это не очень популярный жанр, не самый популярный, скажем. Да, не самый, да, не самый популярный, скажем, но тем не менее, я считаю, что вообще вот в таких песнях, в таком стиле вообще такая перспектива огромная. Потому что мир, мы знаем, глобализируется, а вот такие оригинальные свои с изюминкой вещи, они и будут двигаться дальше. Ну, мне кажется, что да, каждый регион должен делать упор именно на такой музыке, продвигать ее, ни в коем случае не гасить. Принимаем звонок. Добрый вечер, давайте приветствовать наших гостей в студии. Как вас зовут? Говорите, вы в эфире. Меня зовут Лариса. Лариса, здравствуйте. Очень приятно. Мы приветствуем вас в прямом эфире телеканала «Аригус». Я тоже рада вас приветствовать. У нас сегодня в гостях народный артист Бурятии, художественный руководитель театра «Байкал» Жаргал Жалсанов. Он тоже вам виртуально передает большой привет. И, спасибо. Да, и его подарочный набор ждет правильного ответа. Сколько представителей Республики Бурятия в конкурсе «Золотой голос Байкала» в этом году будет участвовать? Итак, вы уже подсчитали, да, Да, Лариса? конечно. Давайте, Сколько? говорите номер. 7 человек. 7 человек. Отлично. Это правильный ответ. Оставайтесь на линии, вы узнаете, как получить подарок. Поздравляем вас. Вот, да, какая энергетика у человека хорошая. Поздоровалась, представилась, выиграла. Сегодня с хорошим настроением, я думаю, получит свой сувенир и будет ждать. Будет ждать, я напоминаю, что сегодня, завтра, послезавтра и в пятницу 4 дня в прямом эфире телеканала «Аригус» и в социальной сети YouTube, да, так можно ее назвать, да, Да. на YouTube театра «Байкал». Кстати, как звучит страничка театра «Байкал» на YouTube? По-английски «Theatre Байкал». «Theatre Байкал». Да, Ну и сейчас мы напоминаем, что на прямой связи прямо сейчас остальные члены жюри, и они готовы также поприветствовать всех участников и наших телезрителей. Вы можете также следить, но мы с вами в эфире уже прощаемся. Жаргал Жалсанович, давайте пару слов для телезрителей телеканала «Аригус» и YouTube-канал «Theatre Байкал». Всем зрителям хорошего настроения в эти фестивальные дни, всем конкурсантам наш большой пламенный привет из Бурятии. Мы вас ждем самим телом здесь у нас, продолжаем ждать. Ну а то, что вы участвуете у нас в нашем фестивале-конкурсе, мы очень искренне рады. Пожалуйста, друзья, «Золотой голос Байкал» открыт, Байкал ждет вас. Спасибо вам, Спасибо желаем большое, вам Александр. честного судейства и очень легкого. Ну, мы продолжаем. На связи с нами член жюри Шон Куирк, это заслуженный артист Республики Тыва, продюсер тувинской фольклорной группы «Алаш» и организатор концертов и мероприятий в США. Good evening, Шон. Просим всех наших членов высокого ареопага включить микрофоны, чтобы мы смогли слышать вас. Передаем вам привет. Всем здравствуйте. Hello. Включаем микрофоны. Первое слово мы предоставляем Шону Куирку, который предоставляет тувинская фольклорная группа «Алаш» и организатор концертов и мероприятий США. Шон, delighted to meet you. Excellent. Hi, can you hear me? Yeah. Yes. Okay, great. Hi, Amar Mende, Eki Shuptu, Здравствуйте. Greetings, music lovers around the world. I'm pleased to join you here today online from my hometown of Milwaukee, Wisconsin. It's, of course, unfortunate that the pandemic conditions around the world have not allowed us to meet in person to celebrate the 100th anniversary of the Republic of Buryatia at the Golden Voice of Baikal Festival. Nevertheless, I'm greatly honored to be included in this для меня большая честь быть включенным в это выдающееся жюри как продюсер тувинского музыкального коллектива «Алаш», удостоенного премии Грэмми, а также многих фестивалей этнической музыки. У меня были прекрасные возможности поработать с этническими музыкантами Бурятии.
including my esteemed colleague on В the том jury, числе с моей уважаемой коллегой по этому жюри Намгар Алхасарановой. eagerly await the difficult И я task с нетерпением жду трудной задачи по оценке выступления of музыкантов, участвующих в этом Thank you all so фестивале. much for attending Спасибо большое за and inviting me to участие и за participate. приглашение. И Hopefully we can do this again next year. надеюсь, что в следующем году мы увидимся вживую со всеми зрителями. Это был Шон Куирк. Шон, большой привет вам. Мы передаем слово Жану-Марку Галтье, генеральному и артистическому директору театра «Космос Превер Сцена мира» в городе Савиньи-Ле-Тампль. Он представляет он представляет Францию. Жан-Марк, hello. Как вы нас слышите? Bonjour. Bonjour, Yes. Жан-Марк. Hello. Hello. Can you hear me? Yes. I'm Jean-Marc Galtier, the General and Artistic Director. Я Жан-Марк Галтье, генеральный художественный руководитель культурного центра во Франции. Наш концертный зал специализируется на мировой музыке. Я встречаю артистов со всего мира. Около 20 концертов в год. Прямо сейчас я нахожусь на Авиньонском фестивале во Франции. И очень рад быть с вами всеми онлайн. Всем спасибо большое Международному фестивалю «Золотой голос Байкала» за приглашение. Не могу дождаться, чтобы узнать музыкантов и группы из разных стран. Отличная работа. Спасибо большое, Жан-Марк Галтье был у нас на прямой связи из Франции. Мы продолжаем знакомить вас с членами нашего высокого ареопага. Джун Хун Ли, основатель и генеральный директор Seoul Music Week, основатель и директор Ulsan Jazz Festival, президент GLOMM.net, это сеть глобального музыкального рынка, один профессор Ульсанского колледжа департамента глобального бизнеса. Джун Хун Ли представляет Южную Корею. Как на корейском? Hello. I'm happy joining as a jury, and it's a big honor to me. Поздравляю «Золотой Байкала». I can go to next year. Я нахожусь в культурном центре Сибири в Республике Бурятия. Несколько слов. Он очень рад быть в жюри. Надеюсь, что в следующем году увидится с нами офлайн. И передал слово Джунху нашей замечательной Намгар Алхасарановой, организатор фестивалей и концертов, певица, солистка группы Намгар. Намгар, вы нас слышите? Намгар представляет Россию, город Москва. Добрый вечер, Намгар. У вас еще добрый день. Амарсен кундатыны худут. Мында амар жюри, Байгал театр, на моей еже кунды жоряндат на их байрте, байневе, тигет бухи. Я очень рада приветствовать всех конкурсах нотты мурысонда хабадаха дошатта, амжалты хусынов. Добрый день, друзья, дорогие жюри, театр Байкал. Всех зрителей сердечно поздравляю с таким замечательным фестивалем. Желаю всем больших успехов. Спасибо вам. Спасибо, Намгар, за слова. Дальше продолжает представительница жюри Анна Лучихина, певица, актриса, танцовщица, педагог, балетмейстер, и она представляет Украину. Анна, здравствуйте, Анна. Мы не виделись с вами 13 лет, но очень рада вас видеть. Добрый вечер. Анну не слышно в данную секунду. Но это очень круто, что вот так онлайн можно приветствовать всех членов мы жюри. ее видим ее прекрасный головной убор. Все, привет, да, слышим. Здравствуйте, Анна. Да. I'm really glad to see you all today, and congratulations with a great opening. Дорогеньким, будьмо. Я очень рада приветствовать всех. Очень рада всех вас видеть сегодня. Жаль, что онлайн, но я думаю, скоро мы все увидимся офлайн и обязательно споем. Саргалашим аршаларе, дураяшим ямаре, амханда зорю сам дурая,
наганемган салганнаре. Круто! У нас с этой песней, да, Анна выступала. Спасибо, это было просто замечательно услышать такое выступление. Ну что ж, еще несколько слов мы приглашаем сказать Абылаю Тлеббергенову, музыканту, главному дирижеру оркестра имени Курмангазы, лауреату Государственной молодежной премии «Дарын», Казахстан. Абылай, вы слышите нас? Здравствуйте. Здравствуйте, приветствую вас всех. Передаю пламенный привет Казахстана, Алматы. И приветствую, конечно, всех членов жюри и участников конкурса «Золотой голос Байкала». Выражаю огромную благодарность организаторам этого конкурса «Театр Байкала» в проведении такого масштабного конкурса. Ну, конечно же, желаю всем участникам удачи. Самое главное это не победа, а это участие. Спасибо всем. Спасибо большое, Абылай. Ну что, мы познакомили вас, дорогие друзья, со всеми участниками нашего жюри. Самое честное, справедливое, неподкупное жюри на нашем конкурсе «Золотой голос Байкала». Прямо сейчас мы передаем слово нашим коллегам. И Жаргалу. Напомним, они находятся на берегу священного озера Байкал. Это наша вторая студия. Переходим. А на берегу Байкала наступил погожий вечер. Самое время собраться с друзьями вокруг костра и вести душевные разговоры. И если в этом кругу есть хороший рассказчик древних преданий, которыми овеяна бурятская земля, вечер будет идеальным. Я, конечно, не претендую, но захотелось провести некую аналогию. Вот что мне пришло в голову. Завтра начинается первый конкурсный день. И если этот день провести по аналогии с одной старинной байкальской легендой, в которой говорится о том, что на Байкале существует около 2 десятков ветров. И по легенде они все соревнуются друг с другом в силе и мощи. Но среди всех этих ветров есть один, самый могущественный – Сарма. Я, кажется, тебя поняла. То есть наши конкурсанты – это сильные и могучие ветра Байкала. И завтра, когда начнется соревнование, один из них станет самым сильным, то есть Сарма. Действительно. Именно поэтому, дорогие друзья, уважаемые наши конкурсанты, хочется пожелать вам удачи и да здравствует фестиваль!
ладанда Исузула хунтибела Как здорово! Теперь эта песня надолго засядет в голове. Не у тебя одной, да. Международный фестиваль, конкурс «Золотой голос Байкала» в уникальном для Бурятии телевизионном формате открыт. Уже завтра, первый конкурсный день, участники представят песню на своем родном языке. И, кстати, с завтрашнего вечера будет открыто голосование за приз зрительских симпатий. А это ни много ни мало 100 тысяч рублей. А вот общий призовой фонд конкурса 1 миллион рублей. Так что не пропустите и ждите голосования. Встречаемся завтра в 20:00 на телеканале Аригус, сразу после программы «Восточный экспресс». Сейчас же мы с вами прощаемся. С вами были Савина Бухаева и Валерий Скосырский. До встречи в эфире завтра. До свидания. БРТ.